Сотрудник пожарной части номер 1 Алан Гугичаев спас жизнь ребенку по неосторожности, провалившемуся под лед. Случайно оказавшись на месте происшествия, Гугичаев заметил двух мальчишек, бросавших камни в покрытый ледяной коркой котлован. Через какое-то время раздался крик малыша, и стало ясно, что случилась беда. Ребенок провалился под лед и уже начал захлебываться, когда спасатель без раздумий прыгнул в ледяную воду. Пострадавшего удалось спасти, но ни имени, ни фамилии ребенка сотрудник пожарной службы не спросил. Лишь спустя время отец пострадавшего мальчика сам нашел спасителя. Я сразу побежал и не думая сразу, как бежал, так и прыгнул. И внизу, пока я вытаскивал, он захлебывался. Я ему на живот надавил, чтобы вода вышла, и вытащили. И здесь постоял, когда он в себя пришел, домой довели. В Северной Осетии остается актуальной проблема неформальной занятости. К 1 мая республика должна на 30% снизить количество людей, работающих без трудового договора. Сейчас их 10 тысяч человек. Эту тему обсудили на заседании правительственной комиссии по снижению неформальной занятости. Ее председатель, вице-премьер республики Азамат Хадиков отметил, что огромное количество работодателей не делают отчислений в пенсионный фонд или же делают их в неполном размере. Неучтенные доходы способствуют массовому несоблюдению трудовых и пенсионных прав трудящихся. Руководство организации лишает своих сотрудников заслуженного пенсионного обеспечения и возможности достойной жизни в старости, а сами граждане, соглашаясь с такой формой расчета, оказываются социально незащищены. Сейчас задача определена, чтобы в течение короткого времени, буквально до конца месяца, выявить пофамильно этих людей, которые работают и чьи интересы нам предстоит защищать. А потом уже возьмемся за то, чтобы решать вопросы по заключению с ними трудовых контрактов, чтобы все как положено было. Пожалуйста, можно в нашу комиссию обращаться, республиканскую, которую я возглавляю. Можно обращаться в отделение пенсионного фонда, налоговые органы и в главам администрации района. Популяризация современной прикладной математики – основная цель традиционных калмогоровских чтений. Научно-практическая конференция собрала одаренных детей со всей республики в канун Дня науки. Впервые в этом году для участников открылась секция роботехники. Кроме того, из федерального центра пригласили специалистов, которые проводят семинары и мастер-классы для учителей. По итогам конференции участникам вручат сертификаты, дипломы и ценные призы. Калмогоровские чтения проходят уже 11-й раз и каждый год неизменно привлекают внимание ученых, учителей и школьников. Эти курсы предназначены для подготовки преподавателей, чтобы дальше вести занятия детям. За неделю, чуть меньше, мы освоили годовой и двухгодовой курс обучения образовательной робототехнике. И завтра проводим зачет. То есть преподаватели представят, чему они научились. Студенты старших курсов факультета искусств представили постановку по пьесе французского драматурга Жана Ануя. Представленная пьеса исполняется во второй раз. Впервые благотворительный спектакль «Оркестр» был показан на сцене Русского театра. Постановка пришлась по нраву зрителям, не остался равнодушным и глава городской думы Махарбек Хадарцев. Он поддержал талантливых студентов. Отметим, что в университете действует Центр творческого развития и постепенно открываются новые студии. По словам руководителей театрального отделения, в будущем здесь можно будет создать молодежный театр. Действие происходит после окончания Второй мировой войны, и состояние тех граждан, которые, проявили малодушие, которые кто-то признается в этом, кто-то не признается, но они начинают друг друга обвинять в том, что они свое время не дали нужный отпор супостату. Жан Ануй вносит такие людские, человеческие пороки. Слабость человеческую, как мы для себя поняли, это отсутствие чувства долга, что приводит к таким катастрофическим последствиям.